Для некоторых людей селфи является средством самовыражения, и нередко они фотографируют себя в самых опасных местах на Земле. Это селфи было сделано Кириллом Орешкиным, известного как русский Человек-паук, на вершине башни Московского государственного университета. Делать селфи во время движения с ребенком в автомобиле и без того опасно, но мало того, ребенок не пристегнут, и что хуже всего, мать учит делать ее duckface. Эверест является самой высокой горой в мире, и более 200 человек погибли, пытаясь подняться на нее. На фотографии Дин Карриер на самой вершине горы. Позади него лежат знамена всех, кто до нее дошел. Фотография была сделана блогером по имени Жустин. Парню явно не по себе, ведь его голову жует верблюд, да и дыхание, я думаю, у него не свежее. Этот парень выглядит печально. Я не уверен, пытался ли он застрелиться, но кто знает, может, он хотел нажать на курок. Селфи, о котором знают многие. Парень лицом к лицу встретился с торнадо. Видео с его участием имеет более 11 миллионов просмотров. Однако, селфи является не настоящим, а частью маркетинговой кампании. Сейчас редко найдешь того, кто не знает об этом селфи. На заднем плане кровожадная белая акула, которая вот-вот сожрет парня. Однако это селфи является не настоящим, а сфабрикованным с помощью фотошопа. Кстати, на фотографии изображен солист группы Fall Out Boy. Этот парень выглядит удивительно спокойным, когда в самолете полно дыма и возможно возгорание. Но на самом деле кондиционер самолета дал сбой, и это обычный холодный воздух. У самолета отказали двигатели, и пассажирам ничего не оставалось делать, как прыгнуть в воду. Перед вами Фернанд Пуэтнос, один из выживших и запечатливших этот момент. Японский астронавт Аки Хашида сделал селфи в космосе. На заднем плане ярко горит наше солнце. Сзади на большой скорости движется поезд, но парня это не смущает, он смело идет прямо. Почувствуя реальную опасность, он, конечно же, отойдет, но все мы знаем, что будет, если он споткнется. Это Ли Томпсон, который убедил бразильское правительство позволить ему подняться на статую Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро. Друзья гуляли в лесу и внезапно наткнулись на медвежонка. Сначала они опасались, а затем начали с ним фотографироваться. Лично мне еще с детства известно, если увидел медвежонка, то беги, ведь его мать где-то рядом. На фотографии Джордж Караунис, хозяин телепередачи «Злая планета». Он сделал селфи с кипящей лавой в кратере на вулкане Амбрим. Девушка прыгает в воду животом вперед, и такое ощущение, что как только она войдет в воду, с нее сразу же слетит купальник мягкой посадки. Это Марк Дюма со своим огромным белым медведем Эйджи, которого он тренирует вместе со своей женой. В этом селфи вроде бы нет ничего необычного, до тех пор, пока вы не посмотрите в угол и не увидите, насколько далеки рампы. Перед вами Кевин Ричардсон со своим львом по кличке Рейнджер. Кевин является профессиональным тренером животных. О следующем селфи тоже немало кто знает. Акула вот-вот раздавит голову мужика. Однако это нашумевшее селфи тоже является подделкой. Это Александр Ремнев со своим другом в Дубае на вершине Принцесс Тауэр, самого высокого жилого здания в мире. Вы можете подумать, что это селфи очередная подделка и акулы там нет. Однако это селфи все же является настоящим. Существует специальный подводный лифт, куда акула не сможет попасть. Такими лифтами часто пользуются туристы. Джаред Фрэнк, снимая себя в наушниках на камеру, не заметил ехавший транспорт, и водитель решил, что его лицо заслуживает ботинка. Даже когда Джаред почувствовал удар, он все равно продолжал снимать. Джеймс Кингстон, профессиональный путешественник и смельчак, сделал селфи, повиснув на кране на одной руке. На этой фотографии Кристиан делает селфи во время забега быков. Как выяснилось, он все же получил травмы и был доставлен в больницу. Напоследок я оставил вам парня, поджегшего самого себя и заснявшего это на камеру. Не знаю как вам, но мне кажется, что он русский. Спасибо за просмотр. Не пропустите видео о жутких случаях лунатизма и о людях, победивших смерть. Подписка и лайк приветствуются. До скорого.